Война в Украине. Мигранты снова под прицелом. Рахмон. Масштабные кадровые перестановки. Туркменистан. 75% всех сайтов в мире под запретом. На фоне военных неудач в войне с Украиной российские власти прибегают к новым методам вербовки для привлечения людей в состав своих вооруженных сил. Несмотря на неоднократные заявления Кремля о том, что никакой дополнительной мобилизации в России не будет, 14 апреля Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных. Помимо этого, под прицелом рекрутеров вновь оказались трудовые мигранты. В этот раз выходцев из Центральной Азии приглашают на фронт весьма оригинально. Вербовка мусульман ведется у мечетей, и даже во время молитв вербовщики агитируют прихожан мечетей вступить в ряды вооруженных сил России на контрактной основе. Основным аргументом вербовщиков является то, что после полугода в армии отслужившие получат российское гражданство в ускоренном порядке. Мигрантам предлагают упрощенное получение российского гражданства, зарплату на уровне не менее 190 тысяч рублей в месяц, более $2300, дополнительные льготы, медицинские, пенсионные, жилищные. Эксперт международной общественной организации Тонг Джахони Джалалуддин Рустамов рассказал BBC о том, где и как вербуют мигрантов, в том числе и узбеков для украинской войны. К нам поступает сообщение из различных регионов России о том, что ведется пропаганда по вербовке трудовых мигрантов на войну. Акции в основном проходят в местах массового скопления мигрантов, миграционных пунктах, общежитиях, мечетях и на рабочих местах, говорит он. Новостной телеграм-канал «Сирена», ссылаясь на сотрудника центра Сахарова, сообщил, что 4 апреля здесь началась вторая волна агитации на контрактную службу в российской армии. Всем мигрантам раздают буклеты, которые заранее переведены на таджикский и узбекский языки и отправляют в пункт оформления договоров. При согласии со стороны приезжего все документы подписываются на месте. Кроме того, в интернете широко распространились фото буклетов, которые раздают в мечетях во время пятничной молитвы. В буклетах российская пропаганда сравнивает свои действия с действиями пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, по защите вновь образовавшегося исламского государства. У меня вот паспорт, все есть. Смотри, вот, смотри. Не закрывай, пожалуйста. Вот, что непонятно. заграничный паспорт и прописка, все есть. А что держат тогда? Да? Что не отпускают? Да. Вот. В Таджикистане прошли массовые кадровые перестановки. 17 апреля Эмомали Рахмон подписал постановление правительства об освобождении от должностей заместителей главы ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство». Как сообщается на сайте президента, от занимаемой должности освобожден первый заместитель генерального директора ГУП Гафорзода Джурахон Махмад. Также от должности заместителя главы этого ведомства освобожден Джаббурзада Хуршед Бури. Оба освобождены с формулировкой в связи с переходом на другую работу. На посты заместителей назначены Дастизада Абдулазиз Абдурашидов, первым замом, а Расулзада Раджабали Абдусаид, заместителем гендиректора ГУП ЖКХ. Также МВД Таджикистана по согласованию с президентом Эмомали Рахмоном назначила новых начальников отделов милиции в столичном районе Исмаили-Самани, в городах Харок, Гисар, Турсунзаде, Гулистон и Истаравшан, сообщает пресс-служба президента РТ. Отмечается, что также сменены руководители ОМВД районов Лахш, Левакант, Хурасон, Восе, Дангара, Шамсиддин Шохин, Пянч, Муминабад, Фархор, Ховалинг, Бабаджон Гафуров, Джаббор Расулов и Горная Матча. Пресс-служба подчеркивает, что начальниками милиции были назначены опытные и квалифицированные кадры. 17 апреля их принял лично Эмомали Рахмон. Наблюдатели отмечают, что подобные масштабные ротации кадров в Таджикистане являются регулярной практикой и частью пропаганды режима, который преподносит кадровые перестановки как борьбу с коррупцией и предоставление возможности молодому поколению продвинуться по карьерной лестнице. Однако, если глубоко изучить происходящие перестановки, то станет очевидно, что каждый раз одни и те же лица сменяют друг друга на занимаемых ими должностях. Таким образом, чиновники просто меняются рабочими местами, каждый
раз сохраняя высокие должности, что естественно, ведь каждый из них так или иначе связан с кланом Эмомали Рахмона. فعالیتی کاری ما شما از راهبر دولت سرکرده برای مردم آینه برای معلوم باشد. МИД Туркменистана пригласил журналистов из национальных и международных СМИ, пресс-атташе дипмиссий и экспертов в области информационной политики для участия в круглом столе на тему «Новые формы взаимодействия в международном информационном пространстве», который прошел 14 апреля в Ашхабаде. Модерировавшая мероприятие замглавы МИД Туркменистана Мяхри Бешимова заявила, что назрела необходимость более активного продвижения оперативных и достоверных сведений о Туркменистане и отметила необходимость развития деятельности в Туркменистане частных СМИ. Об этом пишет издание «Хроника Туркменистана». В свою очередь, Хроника Туркменистана отметила, что в Туркменистане есть частные информационные сайты, при этом они зарегистрированы в России. Но нет изданий с независимой редакционной политикой. Все частные новостные сайты повторяют сообщения Государственного информагентства ТДХ. Стоит напомнить, что Туркменистан остается одной из самых информационно закрытых стран как в регионе, так и в мире. Единственным источником достоверной информации для жителей страны являются независимые интернет-сайты, которые в свою очередь блокируются режимом Бердумухамедовых. Группа ученых из американских Чикагского и Мэрилендского университетов провела исследование интернет-цензуры в Туркменистане. Интервью с одним из исследователей Нгуеном Фонгом 12 апреля опубликовал портал Global Voices. Фонг заявил, что в прошлом изучал интернет-цензуру в Китае, где правительство блокирует больше 300 тысяч доменов. Он полагал, что в Туркменистане столь масштабные блокировки невозможны, но в итоге ему пришлось признать свою ошибку. Они блокируют на разных уровнях по разным протоколам – DNS, HTTP, HTTPS. Они блокируют домены с помощью так называемых регулярных выражений, которые представляют собой систему блокировки на основе правил. Одно из худших правил блокировки в Туркменистане заключается в том, что правительство блокирует каждый сайт, который заканчивается на w.org, то есть на World Press. Его используют активисты и блогеры. Независимая новостная и правозащитная организация Turkmen News со ссылкой на источники внутри страны называют еще более грандиозные цифры. По состоянию на осень 2022 года в Туркменистане были недоступны около 2,5 миллиардов IP, а за полгода под блокировку попали еще около полумиллиарда адресов. Всего в мире насчитывается около 4 миллиардов IP. Таким образом, в настоящий момент под блокировкой находятся 3/4 интернета, и ситуация ухудшается с каждым днем, сообщает Turkmen News. Единственный мессенджер — это ИМО, который работает, через который мы общаемся, и государство это может полить, как бы, все. Они видят, что мы там переписываемся. Через VPN можно заходить в интернет, конечно же, устанавливать на телефон VPN, но если об этом узнают, тоже штрафуют, могут на 15 суток.